У меня пишет. Слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Все? А может я сам? Не. А я махаю, там да. Шушун. Шушун милджо, я хэ твоем. Ам? По ту сторону оказаться. Каково это? Нормально. Нашему каналу можешь что-нибудь пожелать. Каналу как бы продуктивного, хорошего развития. Говорят. Да, подарки получше. Да, блин. Да, брат, удали тези, а что на да? Ты учишься? Ты постоянно живешь где? Турция. В Турции? В Стамбуле? Да. Смотри, ты можешь летом ходить вот в эту компьютерную академию, там тебя могут научить всяким разным прикольным штукам за компьютером, чтобы ты мог там приложения свои создавать, может быть, сайты будешь создавать. Она находится вот здесь, вот на 3-м этаже. Хорошо. Саламу алейкум. Валикум ассалам. Молодец. Ты скажи, как тебя зовут, сколько тебе лет? Арсам Акшудиев, 11 лет. Самая лучшая компьютерная академия ТОП. Еще раз. Самая лучшая компьютерная академия Смотри, ТОП. ты расслабься, спокойно, говори вот в камеру. Самая лучшая компьютерная академия ТОП. Красавчик. Ваш ребенок проводит все свое свободное время за компьютером или за телефоном, а вы бы хотели раскрыть его творческий потенциал, тогда пора направить его интерес в правильное русло. Сейчас самое время заняться планированием каникул и обеспечить вашему ребенку интересное, яркое и продуктивное времяпрепровождение. Компьютерная IT-академия ТОП приглашает вас вместе с детьми для того, чтобы ваш ребенок сумел грамотно реализовать свой интерес к компьютерным технологиям, программированию, робототехнике, созданию игр и мобильных приложений. Выпускники Академии работают в ведущих мировых компаниях. Досмотрите это видео до конца и получите приятный бонус. Ассаламу алейкум, всем доброго здравия. Мы находимся на территории городского пруда города Назрань. Посмотрим, как отвечают на школьные вопросы прохожие. Всем приятного просмотра. Лерхамца. Чеборс. Как зовут, сколько тебе лет? Ахмед, 37 лет. Чем занимаешься? Сегодня буду кидать рюкзаки. Ну, это не первая моя съемка. Я был в первом выпуске. Вот, решил исправиться. Тебе понравились вопросы? Понравились вопросы? Вопросы? Мне нет. Да, понравились. Так, Рая, 62. Так, Сасланбек, 24 года. Аслан, 40 лет. Лезяжу, 16 лет. Илес. Ибрахим, Ууричидан. Расул Елхайчидан. Муслим Елхайчидан. Так, Илес, Ибрахим, Расул, Муслим. Жаридат, 18 лет. Меня зовут Фатима, мне 40 лет. Меня зовут Фарида, мне 11 лет. 11 лет. Фатима чем занимается? Чем только Фатима не занимается. Она и учитель русского языка и литературы. Ага. Я работаю в школе. В какой школе? Я в 14-й школе Ага. работаю. Советник директора по воспитанию. Так. Так, и по совместительству еще в свободное время провожу интеллектуальные игры. Вот как это вы нас знаете, интересует да. больше всего. Да, Игры да. в матрицу, Да, да? игры в матрицу. Кстати говоря, приходите, вход Поиграть. бесплатный, а выиграть можно Нормальную сумму. нормальную Да. сумму, да. Ну и дальше. И мы И в 5, и 3, и описании 2. напишем. В зависимости от того, сколько. Так, поехали. Намудрил. Первый вопрос. Как переводится на ингушский язык слово «болото»? Ух ты. Болото яхая. Халхазадина зашло. Болотом хазахандац. Нет, даже представления нет. Болото? Я не знаю. Так, Я знала. Сейчас я скажу. Фарида, Не, подсказывай. она точно не знает. Я сейчас скажу. Ингушский язык. Ушам. Как? Ушам. Неправильно. Примерно есть представление? Первая буква У. Но начало было хорошее, весьма. Да? Что-то близкое. Что-то очень близкое. Подсказку дам. Первая буква У. Из 4 букв первая буква У. Нет, пропускаю. Ушам. 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 Нет. Нет. Последняя буква неправильно. Ушан. Нет. Уша. Болото. Болото. Дай мне вас, А? У. У. Из 4 букв. Улк. Эмнацер. Да. Улк.
Ушам. Нет? Было уже, ушам. Я говорю, неправильно. Ну, не знаю, да. Последняя, четвертая буква другая. Накидай еще согласно. А, чтобы неправильно было? Уром? Это улица. А, да. Ай, ты же Ну, я Галамов, у меня с этим проблемы, но я знала это слово. Да, даже в голову не идет. Нет, Следующий. да. Ты ушел. Несёх. Вот, Несёх. вспомнила. Молодец. Вспомнила. Все правильно. Ну, когда будет правильно, я тебя остановлю. УШП, УШТ, Уша, неправильно, неправильно. Дальше. УШН, УШК, УШТ, Нет. УШП. Он принципиально не хочет эту букву называть, по-моему. Ушел. Правильно. То есть ты знал, но прикидывался, да? Да, типа того. Ушел. Правильно. Настолько приятно, что мало Ушел, сегодня кто да. на этот вопрос ответил. Ушел, я, Дошка Давич. Ушел. Ушел. Ладно, следующий вопрос. Кто такие бременские музыканты? Ну, группа композиторов, которые песни пели. Очень близко, очень близко. Музыканты из Бремена? Музыканты. Бременские музыканты. Квартет из 4. Немецкий город такой. Да, но это там живые люди, вымышленные персонажи. Вымышленный персонаж, по-моему. Все правильно, все верно. Осел там, туда-сюда, что-то такое. А чуть точнее, Сказочные персонажи, с одной сказочные стороны, персонажи, да. все верно. Ну, это такой мультик был. Да, это мультфильм снимается, да. Так, правильно. Персонажи из мультфильма. Осел, петух, персик. И остальные. Да. Все правильно. Осел, собака. Правильно, Петух. правильно. Если ее несете. Несете. Так, собака, Так, лошадь, так, петух. так. Что там еще было? Лошадь была там? Лошадь или осел? Осел. Осел, да. Ну и все, наверное. Собака, Так. кошка, петух, Осел. осел. Так. И последний? Трубадур. Вот, трубадур. Молодец, Мы молодец. вспомнили его. Нет, Да. теперь в конце она претендует на этот приз. сувенир от спонсора нашего, да. Этот населенный пункт Ингуши очень редко называют на ингушском языке. Как на ингушском языке звучит населенный пункт станица Троицкая? Троицкий. Звук просто примерно так doğrusun. Сагүй Троицкий. Суат сужить. Сунжа, шахары мои. Асками так. Так. Элдер Мяцер. Это Карбула. Это Карабулак, да. Так, Эльдоргалы, сейчас. Это Карбулак, Да. Эльдоргал, сейчас я скажу. Элдер, Кырбулаки. И подсказка небольшая. Переводится на русский язык это слово как обрек. Эбигерт. Еще раз? Эбигерт. Эбангерт. Так. Абергюштери. Нечто. Эбергюрт. Эбергюрт. Эбергюрт, по-моему. Все правильно. Это Эбергюрт. Правильно. Да, молодец. это, к счастью, я знаю, да. Молодец. Эберг. Юрт. Эбергюрт. Шанходу уже Эбергюрт. Эбрик, да. Эбергюрт. Эберг. Обрек. Что означает слово навзничь? Навзничь. Так, вообще не знакомо слово. Серьезно? Да, навзничь. Вообще не слышу. На ингушском? Навзничь. Навзничь. Я не знаю. Какое понятие закладывается в это слово? Навознич. Навзничь. Навзнич. Слышал допустим, слово навзничь? Не встречал, благодаря Аллаху. Слышал слово такое? Слышал. Да, оно достаточно популярное, несложное слово. Несложное. На ингушском навзничь. Навзничь. Ну, предположим, из области, я не знаю, там, из природы, из животного мира. Навзничь. Я вообще... Связано с водой, может быть, с прудом. Навзничь. Навзничь. Сдущим сужить задать. Упал навзничь, упал. Случайно. Шлепнулся. Не слышала вообще. Мы что? Навзничь. Что оно означает, это слово? Навзничь. Навзничь. Вот точно не знаю.
Пас. Бартл эхкар яхар, санхамдыкыз эрсеместл, навзнич. Не знаю. Не приходило, Ни да? в университете, ни в колледже. Пока не встречал. Ну, примерно предположение, что может означать слово навзнич. Ну это опрокинуться, перевернуться, лечь навзничь, то есть Все правильно. перевернуться. На ингушском языке назови 3 слова. Завтрак, обед и ужин. Завтрак, обед и ужин. 3 слова, да? Ходишь, давай мехтал. Так, Одно ты знаешь точно, а вот 2 других очень редко мы употребляем. Так, ужин пер. Правильно. Так, Следующий. хер это ужин. Мы все начинаем с ужина, потому что Да, мы знаем хер это я слово. холсон. Так, завтрак. Теперь нет. хейра да эр хулкус. Хер ужин, так. Хер ужин, Завтрак и обед остался. Завтрак. Если ир да эрм да, цезди. Уири да. Ну, по той же системе было бы Да. логично, но у нас по-другому немного. Последний намаз на ингушском языке как мы называем? Перламзи. Пер яхмал. Хер – это ужин. Лаунч. Контроль. Лаунч, Галай мехталя. Тегер тедуар, вы дижду аламыз, эгер тега вы дижду аламыз малады. Тега дижду аламыз малады, пхилады. Хлада, перламзи. Пхирламыз, да. Ужин пхирдовый. Ужин перды. Был такой человек, Балдиев Салман, вы, наверное, его знаете. Почему Если было, мы- есть? Ну, есть он, я с ним много лет работала, и он все время мне эти вопросы задавал. Так, Следующий. хер это ужин. Мы все начинаем с ужина, потому что Да, мы знаем хер это я слово. холсон. Так, завтрак. Теперь нет. Давай подсказка. Завтрак звучит как 3-й месяц календаря. 3-й месяц календаря, да? На ингушском? Ну, на русском языке 3-й Март? месяц календаря. Только побыстрее надо Март. произнести. Март. Все правильно. Март. Остался у нас обед. Обед. Март. Быстрее надо Март. произнести. Еще быстрее Март. надо. Молодец. Остался обед. Обед. Переводы слов. Мок, март. Нет Завтрак и я- нет. Нет? Сказать. Мак. Мок. Мак. Слышал? Мок. Март, слышал, мак, да, да. хер. Обед. Раньше, может, слышал. Если не слышал, то, скорее всего, не угадаешь. Я, скорее всего, не угадаю. Мак. Март, Не- мак, хер. Ага. Я слышал, но память уже не та. Давай, ты месяца ты знала? Не, на русском языке. 3-й месяц Январь, календаря. февраль, март. Март, точно, да, Даже да, ты да. сказала не март, а март сразу да, сказала. да, Значит, да. знала это Он слово, да. нам говорил эти 3, я помню, он все время про обед, завтрак и ужин говорил. Марте, обед. Тоже 4 буквы, на ту же букву начинает на М. Я не помню. Мак. 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 Ага, М-О-А-К. мок. Ага. Ну, мы говорим мак, а пишется мака. Произношение скорее было неправильно. Сами слова правильные, но произношение неправильно. Мок, март, Март. март. Это что? Завтрак, обед, ужин. Что это? Полдник. Март, что это? Главное, чтобы запомнили. Хейрм хурсум, а вот мок. Ирин, мак, да. Ау. И март, да. Март, да. Ничего, правильно, Мок молодец. делкин кул. Молодец. Так, завтрак. Феттл. Пер. Обед, муштары. Пер, ужин. Пер, ужин. Так. Так, обед. Хомохори сос. Мак. Мок. Мак. Мокл, да, мокл. А феттл, я что нибудь сказать? Феттл. Феттл, дети завтрак. Феттл двух дней. Март, здесь? Март деско. Феттл, аллар. Март. Сухор, март, да, было. А феттл это еще раньше. Саяхца дождь дихалась. Феттл. Ну, я хейш банага гушдалнек, Феттл саяхца двух дождь. дней, да, цуал. Я аз харца анхалтерло, но сухож да, дождь март да, было. Март и Март мак и показаться. пхери. Ну, феттл, духом, посмотри, что-то... Феттл. Да, феттл, это рано еще. Но мы посмотрим обязательно, изучим Посмотри, этот момент тоже. посмотри. Кого называют ливерпульской четверкой? Ливерпульская четверка, Хази. Футболисты? Ливерпуль — это футбольная команда. Я знаю.
Ну, то, что ты знаешь, я даже Кстати, не я сомневался. тебе сейчас скажу. Помнишь, ты пела песню на фиесте на английском языке? Ага. Вспомни песню. Это которая... Да, про него самого. Вспоминай. Как она у тебя была? А музыкальный, Туабес, Ливерпуль. Футбольная команда Мохтар Ливерпуль, футбольная команда есть. Ливерпуль, шахр мы есть, город. Тигрс, а музыкальный, Туаб, Хани, Халха. Это плюс-минус музыкальный вопрос. Ух ты. Но музыкально не в плане песен, а в плане, ну, названия группы тебе нужно ответить. Название группы. Ливерпульская четверка. Очень популярная группа была. Не те, кто гимн исполнял Ливерпуля, как вы написали. Честно говоря, я не знаю, исполняли они или нет, но вряд ли. Что ты знаешь? Я знаю. Это музыкальная группа. Старинная музыкальная группа. Битлз. Правильно, молодец, молодец. Они были из города Ливерпуль. Битлз. Группа Правильно, Битлз. правильно, Группа Битлз. правильно. Сколько из них сейчас живых? Один. Я Пол думал, Маккартни. Я уже все Да, Пол думал, готов. Маккартни. Битлз. Сразу. Овлади, да, они пели ее. Ну, группа Битлз. Битлз. Была у вас, вам говорил, наверное, Зинтагирн, ты не помнишь? Нет. Их было Не 4 человека в говорила. группе, их называют ливерпульская четверка. Они пели. Не на- то, чтобы мы пропагандируем музыку, просто, ну, эта история, это нужно знать. Ну правильно? да. Вот. да. И не только это. Я азун хах. Битлз. Битлз. Когда еще Битлз? Он же. Ну, может, это и правильно. Сколько шашек на шашечном поле? Так, 64. Сейчас я посчитаю. Давай, визуализируй. 32. На шашечном. Это к ней или ко мне? Тебе. Это кто? Наискосок. Ну давай, ладно, сейчас я посчитаю. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Сабр дела, примерно. 12, Давай, догори. 13, 14. 16. С обеих сторон. 16. А, И с у обеих сторон. И у тебя, и у противника. Сколько? 30? Нет? Кто сказал 30? Я сказала 30. Неправильно. На шашечном поле. С обеих сторон. 16. Нет. Нет? Так, Не, 4, проще нужно 4. считать не... Да, вот так вот проще рядами считать. 12. 4, 16. Ну, правильно я говорю? Нет, разве? На всех, на обе стороны сколько получается? Нет. 32. Нет, меньше. У одного игрока 3 ряда по 4 штуки. 16. 32 всего, нет? Нет, 3 ряда по 4 штуки. 3 на 4. 24. Как посчитал? Визуально вспомнил. А на одной стороне сколько их получается? На одной 12. 4 по 3, да? Да, И на второй стороне столько же. Итого 24. да, Точно. вроде бы. 16. Нет, подожди. Раз, два, три, 4. 24. Все правильно. На всем поле. Угу. С Так, обеих если сторон. 24, наверное, получается. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Там по 3 ряда. По 3? 3. А мы обычно по 2 играем. 24. Тут слишком много свободного поля остается. Мы обычно по 2 ряда же мы Нет, играем. по 3 что ж. я Не, играла. по 3 По 3 всегда играла? всегда. Ага. Итого сколько? 24. Молодец. 8, 12, 24 марки отцыш. 24, да. А почему я думала 36? Меньше. 30. 20. Меньше. 30, ну, кизге, 25. Меньше. Йо. 16. Больше. Больше, да? 18. 21. Сануара, шиттю. 24. Правильно. Йо, изгитик. Тоги. Что Пушкин называл творением Петра? Творением Петра Первого. Это местность. Да. Так. Там, по-моему, мост был какой-то, нет? Не с мостом связано. В этом месте много этих мостов. Питер. Если по-правильному. Санкт-Петербург. Молодец. Ну, Санкт-Петербург, город. Да. всё Ну, правильно. Это и есть люблю творение. тебя, Петра, творение, люблю твою. Вот, Ну вот, да. вот. Просто вот. имеется в виду там еще и Медный всадник. Петербург. Санкт-Петербург. Все верно, все правильно. Ныне название этой... Петербург. Санкт-Петербург. Город. Санкт-Петербург. Правильно. Всё. Какая?
По-правильному как будет? Санкт-Петербург. Творение Петра – это Санкт-Петербург. Да. Петербург, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Окно, да. Санкт-Петербург. Окно Все в правильно. Европу. Все правильно. Ага. И у нас парочка религиозных вопросов. Первый из них. Кто из пророков убьет Даджаля? Так, Даджал. Иса Пейгмарвиц. Нису алейхиссалам. Иса, алейхиссалам. Пророк Иса, алейхиссалам. Убьет Иса Пехмар, да. Ну, Иса Пейгмар. Пророк Иса, алейхиссалам. Алейхиссалам. Иса. Молодцы. Алейхиссалам. И как звали отца пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Абдуллах. Все правильно. Абдулла. Молодец. Абдулла. Все рядом. Абдулла. Молодец. Умница. Молодец. Молодец. Абдулла. Все правильно. Абдулла. Абдулла. Нису. Как звали отца пророка Мухаммада, саллаллаху Абдулла. алейхи Абдулла. Да, хататя. Абдулла. Сразу говорят. Сегодня мы всем участникам дарим небольшие сувениры от нашего спонсора, от компьютерной IT-академии. Как мы и договаривались, закидывай. Нормально. Мы все-таки знаем, кто заслужил этот сувенир. Серьезно? Это что ли? компьютерная академия ТОП. Она находится вон там, на 3-м этаже. Кстати, она у нас будущий программист. Серьезно? Да, она увлекается Ну, робототехникой. Держи. Там Твоя внутри, история, там внутри поверь. блокнот, канцелярия О, небольшая. это тоже наша тема, да? Здесь внутри есть блокнот, некоторые канцелярские принадлежности. Пользуйся на здоровье. Да, рясом. Да, саду. Всё, спасибо большое. Давай я тебе помогу. Да, помоги мне чуть. Покажи, как носят. Да, этот чтобы легче портфель. была презентация. Самое главное, я покажу одну единственную вещь, которая мне нравится очень сильно. Это вот такой ежедневник с классным гербом Республики Ингушетия. Самый лучший герб в мире. Вот такой классный ежедневник. Остальное это канцелярия, это тоже полезная вещь. Почитаешь и, может быть, сам запишешься. Не, на 5 лет в университете медицинском пригодится. А развиваться никогда не поздно. Учиться никогда не поздно. Да. Поэтому прими это в подарок от нашего Всё. спонсора. И я думаю, это будет очень полезно для тебя. Аллах Как минимум, есть очень удобный Да, рюкзак. рюкзак. Да. Аллах рясу, башку. Да. Туда можно пойти и детям, можно пойти взрослым. И научиться правильно пользоваться компьютером, не просто так сидеть. Допустим, своим детям можно подать правильный пример, записать их на летние уроки, также осенний скоро будет набор, чтобы они научились робототехнике, делать сайты, приложения и так далее. Они просто сидели в телефоне. Это сегодня у нас такая большая проблема. Поэтому здесь внутри есть небольшие сувениры от этой компьютерной академии. Там есть классный ежедневник, небольшая канцелярия. И вот, пожалуйста, это от нашего спонсора вам подарок. А по промокоду ЧАБОРС IT-академия ТОП предоставит скидку 15%. Места ограничены. Не упустите шанс для своего ребенка. Чеборс.